Она держалась весь процесс, ничем не выдав эмоций, и только после приговора не смогла сдержать слез. С убитым Егором Бабенко хотели пожениться 3 раза, но каждый раз что-то мешало. Сначала весной, эпидемия ковида, потом летом. Затянулась сделка по покупке квартиры. Свадьбу снова отложили. 18 сентября 2020 года крест на мечтах о счастливой жизни и общем ребенке поставил ее бывший супруг. И когда мы уже переехали, обустроились, мы уже планировали все идти точно в ЗАГС, и у нас его убивают. С Алмазом Маликовой Майгуль прожила 10 лет. У них 2 детей, мальчик 11 лет и 6-летняя девочка. В 2018-м ее терпение лопнуло. Рассказывает, он ее бил. Раз 4-5 он мне нос разбил. 1 раз он избил меня беременную и почти выбил мне зуб. Зуб я в итоге сохранила, слава богу. Она сносила и это. Причина развода была другой. Ушла я больше из игромана, потому что в периоды, когда он играл, он больше не бил. Я думала, что если он не будет играть, то не будет нормальной жизни. Рассказывает, в 2019-м они к тому времени вместе не жили и год были в разводе. Он пришел среди ночи и сильно ее избил, причем на глазах детей. Искал ее переписки с другими мужчинами. Умышленно нанес не менее 2 ударов кулаками, рук и ногами с лица Маликовой. Ударил ее затылочной частью головы об пол, после чего нанес кулаками и ногами не менее 18 ударов. Заявление в полицию она написала, но в возбуждении уголовного дела тогда отказали. Говорит, Алмаза боялась, поэтому, когда с Егором стали жить вместе, адрес ему не говорила. Но с детьми видеться не запрещала никогда. Накануне 17 сентября я ему предложила, говорю, я тебе не запрещаю, просто мы сегодня не можем, мы были у Егоркиных родителей в гостях, мы можем тебе отвезти детей завтра. На что он написал: я объявляю охоту, прощай. Потом в телефонном разговоре четко сказал, что я завтра попрощаюсь с детьми и тебя грохну. Следствие позже установило, Алмаз Маликов записался в клинику, где работала его бывшая жена. К ней на прием под чужим именем. Знал, что на работу она приедет точно, и ждал. Топор был всегда в багажнике. Бойцовскую собаку взял у товарища, якобы чтобы не приставали коллекторы. Проигрывал больше, чем выигрывал, и влез в долги. Поймать Айгуль на улице Алмаз не успел. Пошел к машине, где был Егор. Топором разбил стекло, а когда водитель выбежал через пассажирскую дверь, вместе с собакой с топором в руках побежал за ним. Собака вцепилась зубами причину трико, догнал Бабенко, нанес ему 1 удар обухом топора по спине и с целью причинения ему смерти нанес со значительной силой не менее 1 удара обухом топора и не менее 3 ударов лезвием топора в область головы. Он убежал после того, как не смог попасть в клинику, где пряталась его бывшая жена. В полицию позвонил сам и написал явку с повинной. Уверял, что причиной тому – любовь к детям. Убивать не хотел, думал припугнуть, чтобы не мешал их встречам. Мол, с сыном и дочерью видеться ему не дают. Пострадавшие считают, что это лишь отговорки. Любимой дочери на день рождения 2 кровавых подарка. В 2019 году, 10 сентября, он избивает мать при детях. А здесь на 5-летие он убивает человека, с которого дочка до сих пор оплакивает. Обвинение за убийство с особой жестокостью, угрозы убийством и покушение на жизнь Айгуль Маликовой запросило для него 19,5 лет лишения свободы. Суд приговорил Алмаза Маликова к 10 годам колонии строгого режима. Также суд постановил выплатить отцу убитого 2 миллиона рублей. Он запрашивал 3, а Айгуль Маликовой – 80 тысяч. За покушение на убийство она попросила еще 500, но его по этому обвинению оправдали. Будут ли обжаловать приговор? Ни обвинения, ни пострадавшие пока не решили. Если приговор не изменится, на свободу Алмаз Маликов сможет выйти через 8 лет и 10 месяцев. В зачет срока идет и время содержания под стражей до суда. Айгуль Бадрудинова, Константин Бушуев, вызов 112.